В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях понедельника, 24 января, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутии снова побит антирекорд по числу ежедневных заражений коронавирусом. В 2 районах школьники переходят на дистанционный формат учебы. По номеру 122 можно звонить по вопросам ковида. Колл-центр теперь работает круглосуточно. Отечественные воздушные суда на замену иностранным лайнерам. Когда в Якутию поступят первые самолеты МС-21. Россия – наш общий дом. В Нерюнгри приехал путешественник, основатель всероссийского проекта. Расскажем, в чем заключается идея. А с почетными гражданами Ленского района теперь можно познакомиться, посмотрев видеоролики на канале в YouTube. Ленская библиотека запустила собственный проект. Первые поставки самолетов МС-21 в Якутию могут начаться в 2025 году. Отечественный среднемагистральный самолет проходит в республике испытания в условиях низких температур. Цель испытаний – расширение условий, в которых допускается эксплуатация нового лайнера вместимостью от 163 до 211 пассажиров. С особенностями воздушного судна и планами работы авиастроителей сегодня ознакомился глава региона. Республика одной из первых в стране начала осваивать воздушные суда «Суперджет-100». Сейчас мы ожидаем самолеты, которые должны прийти на смену Боингам 737, Airbus A320. Первые поставки самолетов МС-21-300 в Якутию могут начаться в 2025-2026 годах, отметил Айсан Николаев. Уверен, что вот появление этого самолета на рынке, конечно же, будет ожидаемо. Всеми нами я посмотрел, он сделан очень удобно, он шире, чем его конкуренты иностранные, и Airbus, и Boeing. Вот много сделано для удобства именно пассажиров. И, конечно же, с учетом вот наших дальних расстояний, того же плеча Якутск-Москва, мы тоже свои предложения даем сейчас разработчикам для того, чтобы уже в процессе доводки самолета те или иные нюансы именно внутренней компоновки самолета, они были учтены для того, чтобы уже где-то с 25-26 годов эти самолеты смогли поступать в якутские авиакомпании. Продолжается рост новых заражений коронавирусом в Якутии. Еще 1211 человек заболели за минувшие сутки. Из них абсолютное большинство в Якутске – 920. В Мегино-Кангаласском районе 139 случаев заражения, в Алданском – 47, 38 человек заболели в Мирнинском районе, 29 в Хангаласском, 20 в Нерюнгринском. 7 с ковидом обнаружили в Нюрбинском районе, 6 в Намском, 4 в Верхневилюйском, 1 в Татинском районе. Учитывая ситуацию в республике, стартовала мобилизация лиц с медицинским образованием. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на брифинге. Учреждениям здравоохранения нужна помощь медиков, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование, но не работают по специальности. С сегодняшнего дня в республике непосредственно перенаправлено осуществление плановой медицинской помощи, соответственно, тех, у кого наступил срок для оказания тех или иных услуг медицинских по основному заболеванию. Необходимо обратить внимание на то, что в своих учреждениях они эту помощь не получат, а они будут перераспределены, они распределены в другие учреждения и организации. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что с завтрашнего дня на колл-центре помимо вызова врача начинают работать наши доктора медицинских наук, профессоры Северо-Восточного федерального университета, наши титулованные медицинские работники, которые будут, соответственно, при необходимости оказывать в том числе и медицинское консультирование тех, кто будет обращаться. План по вакцинации в Нюрбинском районе составляет 12 677 человек, или 80% взрослого населения. Получили первый компонент почти 10,5 тысяч человек, прошли полный курс вакцинации 9,5 тысяч нюрбинцев. В центральной районной больнице ведут запись на вакцинацию на дому, маломобильных и пожилых граждан.
Также работают выездные мобильные бригады по заявкам коллективов. Всего больных на сегодня 66, из них 16 детей. В стационаре проходит лечение 6 пациентов. Остальные 60 лечатся амбулаторно. С начала года вакцину получили почти 700 человек. На первой неделе, если к нам приходили на вакцинацию около 70 человек, то за предыдущую неделю у нас вакцинировано или вакцинировано 694 человека. Из них 500 человек только приходили на ревакцинацию. Это значит люди, те, которые получили полный курс вакцинации. Мы вводим 3 разновидности вот этой вакцинации. Есть в наличии гамма-ковид-вак, эпивак корона и спутник лайт. И на днях мы ждем еще поступления вакцины ковивак и эпивак корона. Республиканский Минздрав организовал собственный штаб для единой горячей линии по вопросам коронавируса. Из-за большого количества поступающих звонков с сегодняшнего дня штаб перешел на круглосуточный режим работы. Как организована работа колл-центра и по каким вопросам, кроме ковида, можно обратиться? Об этом в материале Ульяны Шагиной. Здравствуйте, оператор 122. Дмитрий Владимиров, один из специалистов, привлеченных к работе колл-центра по линии госорганов. Работает оператором 2-й день. Уже привык, так что начал работать быстрее. Быстрота и полнота ответа здесь главный критерий. Относительно несложно тем, что здесь имеется детальный скрипт для операторов, как проводить беседу. Нам провели обучение, как заполнять данные вызова на дом. Большой актовый зал общественного центра, где сейчас располагается колл-центр, разбили на кабинки. В смену здесь одновременно работает до 50 операторов. В сутки же колл-центр обрабатывает до 7-8 тысяч входящих звонков. К сожалению, конечно, есть кое-какие моменты, да, когда все равно население не дозванивается. Но мы для этого и создали данный контакт-центр в период тишины, так называемой. Мы стараемся перезвонить на все неотвеченные звонки. В сутки работает 3 смены. Из-за большого количества звонков перешли в ночную, где дежурные в основном обрабатывают экстренные вызовы. По номеру 122 можно звонить по вопросам ковид. Если вопрос пациента касается, к примеру, терапевтической помощи, оператор перенаправит ваш звонок в поликлинику. К тому же звонить на 122 нужно при насморке и температуре, чтобы система смогла вас зарегистрировать. Обязательно нужно звонить на этот номер с насморком, с температурой, с кашлем. И с того дня регистрируется недомогание пациента. Это нужно еще для открытия больничных листов, для самоизоляции, чтобы зарегистрировать болезнь этого пациента. Сейчас колл-центр начал осуществлять набор операторов с медицинским образованием и знанием компьютера. Их обучают здесь же, в ежедневном формате. Но оперштаб просит с пониманием отнестись к работе дежурных, ведь все они только начинают набирать опыт. Колл-центр будет работать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. А по решению оперштабов Усть-Алданского и Кобейского районов, начиная сегодня, прекращается очная деятельность улусных школ и детских садов. Завтра учреждения переходят на дистанционный режим работы с привлечением половины штата. При невозможности перевода на дистанционный режим работникам представят ежегодные оплачиваемые отпуска. Таким образом, как минимум до конца января все усть-алданские и кобейские школьники будут учиться дистанционно. Детские сады тоже закрыты. Организуют работу дежурной группы в детсаду «Мичер» в селе Барагонцы. Существенную помощь в борьбе с коронавирусом Тампонской больнице окажет новая техника. В прошлом году там получили сразу 3 автомобиля – санитарную машину, реанимобиль и передвижной медицинский комплекс на базе автомашины КАМАЗ. Мария Винокурова продолжит. В Тампонскую центральную больницу первый реанимобиль класса «Б» поступил в 2015 году. Сегодня их уже 3, которые базируются в поселке Хандыга. Новая санитарная машина доставлена в оленеводческое село Тополиное. В этом году такие же автомашины получат и Теплоключевская, Крыцхальджайская врачебные амбулатории. А в следующем году Джабарики-Хаинская и Мегино-Алданская.
Таким образом, все врачебные амбулатории будут обеспечены новым автотранспортом. Буквально перед Новым годом в рамках нацпроекта «Здоровье» в Тамбонский улус впервые поступил передвижной медицинский комплекс, который улучшит доступность медпомощи для отдаленных наследников, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Но я считаю, что для нашего района это очень полезная штука. Дело в том, что у нас некоторые наследия, поселки находятся на удалении, и качество дорог оставляет желать лучшего. А вот с этой техникой мы уже можем и в любую распутицу проехать, доехать, в те же тополя на 300 километров, в Охотский перевоз. Вот. Мы уже планируем выезды. Мобильный медицинский комплекс оснащен всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, мебелью, медицинским и вспомогательным оборудованием. Для работы врачей передвижной мобильный комплекс будет очень удобным для осмотра пациентов и также для самих пациентов, так как бывают в фельдшерско-акушерских пунктах, не все вмещаются. И можно осматривать пациентов на месте сразу в передвижном мобильном комплексе. Уже совсем скоро новый передвижной комплекс будет задействован на выездных медицинских осмотрах, благодаря которому узкие специалисты смогут оказать помощь всем жителям населенных пунктов Тамбонского улуса. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. К другим темам. Семьи с 2 и более детьми с этого года освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже старой квартиры или покупке новой в пределах текущего года. Эти и другие нововведения отражены в налоговом кодексе. Например, при продаже недвижимости стоимостью до 1 миллиона рублей или транспорта стоимостью до 250 тысяч отчитываться не обязательно. Льготные изменения касаются и участников долевого строительства. Но есть одно условие. Гражданин, как только приобрел квартиру, должен зарегистрировать право собственности и получить выписку из Росреестра. Тогда он получает право на налоговый вычет. Также у нас действует упрощенный порядок налогообложения. То есть данный порядок у нас начал действовать с прошлого года. По упрощенному порядку можно получить инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты. Но тут есть своя особенность в том, что правоотношения должны быть возникнуть только с 1 января 2020 года. В этом случае налогоплательщик не представляет налоговую декларацию, то есть предзаполненное заявление будет у него уже отражаться в его личном кабинете. То есть он ждет информацию от налоговых органов и должен акцептовать данное заявление. Почти половину объемов заготовки бревен хвойных пород в Якутии дает Ленский район. По данному показателю он занимает 1-е место. Только за прошлый год в районе заготовили более 130 тысяч плотных кубометров. Это почти 86% от установленного правительством республики задания. Темп роста составил 110%, а объем производства лесоматериалов по сравнению с 2020 годом увеличился на 18%. Самые крупные партии леса, это около 400 тысяч кубометров, были заготовлены во время реализации таких глобальных федеральных проектов, как строительство линии ЛЭП-Чернышевский, Мирный, Ленск-Пили-Дуй и магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Чиенда-Ленск. Мы, если хотим развивать наше, строительство, наши сельские поселения, соответственно, надо иметь свой дешевый строительный материал, значит, дешевую лесопродукцию. Поэтому в этом году, сейчас мы в ближайший первый квартал отработаем. Я думаю, что это будет у нас государственное казенное учреждение наше, или это будет типа в формате МУПа. Но предприятие наше по переработке лесом в этом году обязательно запустим. А с почетными гражданами Ленского района теперь можно познакомиться, посмотрев видеоролики Центральной районной библиотеки на канале в YouTube. На видео о почетных гражданах рассказывают их родные и люди, непосредственно работающие бок о бок с ними. Такая идея возникла в связи с дистанционным форматом работы во время пандемии и стала пользоваться успехом. Проектом занимается ведущий библиограф Людмила Черненок и сотрудница сектора электронных ресурсов Нина Карпукова. В планах размещать видеоролики на других интернет-платформах. Людмила Владимировна обзванивает родственников, друзей, коллег наших почетных граждан. Буквально по крупицам она собирает всю информацию, а затем уже с этой информацией работает Нина Александровна. Ролики доступны на платформе YouTube. Мы ссылки отправляем. Но нам бы хотелось, чтобы
на нашем сайте также эти ролики были выложены, поэтому тоже сейчас работаем в этом направлении. В Нерюнгри приехал путешественник, основатель проекта «Россия. Наш общий дом» Вячеслав Черемискин. Цель проекта – создать монумент, платформа которого будет состоять из частиц нашей необъятной страны, рассказывает Ирина Кичигина. От Севастополя до Чукотки автопробегом отправился путешественник 10 лет назад. В Якутии Вячеслав уже 3-й раз, а вот до Нерюнгри добрался впервые. Сейчас цель Вячеслава Черемискина – собрать землю со всех регионов России, чтобы впоследствии создать монументальный комплекс, который станет символом всей России. Потом мы берем еще по килограмму или по 2 или по 3, неважно, соединяем со всей России, со всех 85 субъектов, перемешиваем и сажаем дерево. Какое бы ни было дерево, в климатических условиях какое оно будет расти, там где-то это клен, может, где-то это берез, где-то это дуб, где-то это сосна, неважно. Но оно будет брать силы, да, из всей нашей Родины. Здесь же предполагается поставить флаги всех субъектов Российской Федерации и монумент, символизирующий страну. Что нас скрепляет? Нас скрепляет Россия. Ну, гимн скрепляет, да, там, Конституция, там, ну, первая страна. И вот получается, что и какая страна, да, вот представьте себе, что вот на этом монументе встанет человек, там День России отметить, День единства отметить, да, он что там увидит? Он увидит страну, он увидит там, откуда бы он ни был родом, почувствует кусочек своей земли. Первый монумент планируется поставить в патриотической столице России в городе Севастополе, а позже в столицах всех регионов. Вячеслав уже объехал 82 региона. Остались Камчатка, Калининград и Чукотка. Путешествуя на личном автотранспорте без финансовых средств, он помогает людям, встретившимся на пути, они помогают ему. Пушка дизельная, одеяло. Вот трассы, это у меня несколько трассов, потому что бывает люди вылетают с трассы, вот грузовик можно этим трассом дергать. Мне житель Мирного подарил. У меня сгорел зарядник, да, вот, и там на телевидении, чем помочь, если я говорю, зарядник бы кто-нибудь подарил, старенький какой-нибудь. И мне принесли точно такой же зарядник, который у меня был до этого, который сгорел. Вот, спасибо ему. Это мирный город, на всю жизнь помню его. Сам Вячеслав, говоря о материальной стороне проекта, называет ее неограниченным финансированием. На сегодняшний момент это частная инициатива. Дальше необходимо собрать 100 тысяч подписей, чтобы, как считает Вячеслав, превратить ее в общественную и далее в государственную программу. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Чего не сделаешь ради интересного контента. Популярные блогеры из США решили даже окунуться в прорубь в Якутии. Впрочем, с погодой им относительно повезло. В эти дни в Якутске установились теплые для января температуры. Подробнее о том, как родилась такая экстремальная идея и для чего жителям Калифорнии понадобились все эти испытания, путешественники рассказали Анне Васильевой. Блогер Дрюбинский побывал во всех 197 странах мира. В России он уже в 5-й раз, но в Якутии впервые. Его авторский YouTube-канал насчитывает более 3 миллионов подписчиков со всего мира. История о вдохновляющих людях, разных культурах и самых безумных приключениях. Таков контент его канала. Именно в погоне за острыми ощущениями он собрал единомышленников и поехал в самое холодное место на Земле, в Якутию. Теперь он ездит в более интересные такие места, в которых он еще не был, и про которые, я бы сказал, публика еще не очень знает. Вот. И он услышал про Якутию, он услышал про Якутск, вот, и решил сюда приехать и снять тут несколько историй, вот, побродить, вот, посмотреть, насколько тут холодно. Вот. И, по-моему, им тут очень нравится пока. Андрей Мисютин до 6 лет жил с родителями в Санкт-Петербурге. Потом семья переехала в США. Посетить родину согласился с радостью. С Дрюбинской это уже второй их совместный проект. Здесь, в России, Андрей не только оператор, но и переводчик. И иногда идейный вдохновитель. Что мне нужно сделать? Прыгай в снег и снова вернись в воду. Нет уж, спасибо, обойдусь. Аман Кандил родом из Египта, но тоже живет в Лос-Анджелесе. Опытный путешественник и один из создателей тревел-влога в YouTube. На их канале Yes Theory почти 7,5 миллионов подписчиков. Контент строится как раз на постоянном поиске экстремальных ситуаций и выходе из зоны комфорта. Мы хотим показывать именно такие места, в которых мало кто бывал. Например, Якутск, чтобы люди увидели, как сотни тысяч человек живут в самом холодном городе мира. Мы хотим рассказать об этом другим людям, чтобы они тоже выходили из зоны комфорта и посещали такие места.
ever heard of or considered visiting before. Интерес к якутским морозам не угасает. Свою ощутимую лепту вносят и саха-моржи. Именно их экстремальный опыт вдохновил двух независимых блогеров-миллионников объединиться в одну команду и вместе покорять холода. И хоть к этим путешественникам погода отнеслась благосклонно, и в воду ребята окунулись при минус 27 градусах, тем не менее они уже готовы вернуться в Якутию и именно в минус 50 мороза. Когда? В следующем году. Даже в минус 50? Да, хочу именно в минус 50. Yes, I want minus 50. Анна Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. А пенсионеры из города Артема превратили двор частного дома в сказочное место. Семейная пара Валентина и Алексея Кривовых построила на участке миниатюрные копии собора и крепости. Подробнее в следующем материале. По словам Алексея, идея создания самодельных построек возникла у жены. Мужчина поддержал супругу, и пара вместе начала работать над дизайн-проектом. Вот работали, собирали плитку. В 90-х годах ее выкидывали. А мы же строители. Собирали, строили. Прообразом для миниатюрной копии выступил собор Василия Блаженного, который Валентина увидела на открытке, но затем фантазия и творческий порыв взяли верх над точными чертежами. Поэтому у супругов получился оригинальный проект храма и крепости, украшенных мозаикой с лебедями. Вот что это начали строить, потом пойти пристройки. Собор Василия Блаженного хотели вот это. Вот видите. Но не получилось. Алексей подчеркнул, что реализация идеи заняла 19 лет. Теперь сказочные постройки – центр притяжения туристов в город. Да ничего, некоторым не нравится, некоторым нравится. А мы же для себя строили, не ради наживы. Туристка Ольга Соколова поделилась, что построенные собор и крепость впечатляют. Она подчеркнула, что хотела бы туда проникнуть и все потрогать своими руками. Представляете, во-первых, это такое творческое, это же надо еще придумать вот это все. Не знаю. Я прям хотела бы туда проникнуть, все потрогать руками. Тем не менее, застраивать двор дальше Алексей не планирует. После смерти Валентины пенсионер живет один среди построек, на которые когда-то вдохновила жена. Один билет в детство, который можно получить в Прибалтике. Жительница Риги на протяжении 12 лет коллекционировала различные игрушки и атрибуты жизни советского периода. Женщина открыла первый в стране музей «Наше детство», где собрала тысячи различных экспонатов. Подробности у Надежды Саханской. Жительница Риги Яна Воронова открыла первый в Латвии музей советских игрушек. При помощи этой экспозиции многие представители старшего поколения могут вернуться обратно в детство. По словам Вороновой, на коллекционирование ее вдохновил сын. Когда женщина покупала ему игрушки, то начала вспоминать о развлечениях своего детства. Тогда же Яне подарили первую игрушку для ее коллекции – «Планета Ход». И для меня это что-то было просто невероятное, потому что я закрывала глаза, и когда я его там включала, мне казалось, что я снова в детстве, я снова ребенок, мне 3, мне 5. Это стал такой проводник в детство, это было что-то невероятное. Воронова продолжила искать и собирать старые игрушки, и вскоре создала у себя дома небольшой уголок, посвященный хобби. Гости и знакомые женщины были очень впечатлены ее находками, а их реакция вдохновила коллекционера на создание музея. Так, например, женщине удалось найти куклу, которую показывали в фильме «Гусарская баллада». Ее тело сделано из других материалов, но голова принадлежит оригинальной статуэтке. Это именно кукла, которая снималась в фильме «Гусарская баллада», но отличается немножко материал. Она была из прессованных опилок, вот завод «Киев Победа» выпускал. Это уже немножко другая фабрика, но, в принципе, молд – это лицо, это именно та кукла. Женщина рассказала, что помимо игрушек в экспозиции музея также представлены различные мыльные принадлежности, бижутерия, одежда, елочные игрушки и многое другое. Таким образом, коллекция нашего детства насчитывает тысячи экземпляров, некоторые из которых представляют особую ценность. Детство – это не только игрушки, да, это и зубная паста, зубной порошок. Такой очень интересный. Очень многие, когда вот был филиал, многие рассказывали, что у вас нет там, например, вот у меня была зубная паста, мыло детское, оно ведь еще и с запахом,
да, оно еще и передает то время, запах того времени. Таким образом, среди бесчисленных полок и витрин игрушки обретают вторую жизнь, радуя посетителей и даря шанс всем желающим вновь ощутить себя маленьким ребенком. В завершение о спорте. 12 якутян выступят на 33-м международном турнире серии Гран-при по вольной борьбе «Иван Ерыгин» в Красноярске. На ковер выйдут Алексей Копылов, Петр Копылов, Игулан Иванов, Джилустан Федотов, Федор Постников. Также на соревнованиях выступят Петр Константинов и Семен Владимиров, Виктор Рассадин, Тимур Николаев и Нюргун Сергин. Примут участие в турнире якутские легионеры, представляющие Белоруссию, Араян Тютрин и Нюргун Скрябин. Команда борцов и тренеров вылетит в Красноярск завтра. Отметим, на этом важнейшем старте сезона будут разыграны путевки на чемпионат Европы. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.